Участники онлайн-встречи руководящего комитета программы по борьбе с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией Баренц-региона высоко оценили опыт нашей республики в профилактике и лечении этих заболеваний. Представители Швеции, Финляндии, Норвегии, 4 субъектов России, Архангельской, Мурманской областей, Республик Карелия и Коми обсудили текущую эпидемобстановку и рассказали, как пандемия коронавируса изменила врачебные подходы в оказании помощи больным. В Коми заболеваемость туберкулезом ежегодно снижается на 15-17%. Это первый положительный момент. В прошлом году уровень смертности упал более чем на треть. 35% это резкое снижение, конечно. Надо признать, что это очень неплохо. Кроме того, мы умудрились сохранить службу полностью. Это единственный субъект федерации на северо-западе, который, за исключением Санкт-Петербурга, сохранил дееспособную хирургическую службу в туберкулезе. Иностранные представители руководящего комитета программы по борьбе с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией Баренц-региона отметили опыт российских регионов по внедрению стационарозамещающих технологий, когда пациент может получить квалифицированную помощь на дому без визита в медицинское учреждение. То есть пациент, который хорошо принимает препараты, он выходит по скайпу со своего мобильного, разговаривает с медсестрой, общается, рассказывает, как он себя чувствует, и принимает эти таблеточки. То есть контроль остается, никто его не беспокоит в течение дня, никто не приезжает. Вот эти вот стационарозамещающие технологии, направленные именно на удобство пациентов, они очень хорошо отразились в период ковида. То есть все это у нас было уже на ходу, получило дополнительное развитие. И, конечно, лечение наших пациентов не пострадало в этот период времени. Сегодня на учете в Республиканском противотуберкулезном диспансере 400 человек, каждый обеспечен лекарственными препаратами.